Здравствуйте, ребята! Сегодня по предмету экономика отрасли мы пройдем тему оборотные фонды и оборотные средства отрасли. Сегодня рассматриваемые вопросы – это понятие оборотные фонды и оборотные средства предприятия, показатели эффективности использования оборотных средств. Цель урока – изучить критерии отнесения имущества к оборотным средствам, изучить и определить ключевые показатели, характеризующие эффективность использования оборотных средств, развить знания о классификации и структуре оборотных фондов предприятия, показать важность изучения данной темы. В результате вы должны знать экономическую сущность оборотных фондов, состав и структуру, определять показатели эффективного использования оборотных фондов и владеть методами расчета структуры и показателей использования оборотных фондов. В процессе создания готового продукта наряду с основными средствами производства участвуют предметы труда, которые, в отличие от основных средств, потребляются полностью и в полном объеме, отражаются в стоимости конечного продукта, изменяя при этом свою натурально-вещественную форму. В связи с тем, что они расходуются в каждом постоянно возобновляемом производственном цикле, то есть участвуют в обороте средств предприятия, их называют оборотными средствами или оборотными активами предприятия. В отличие от основных фондов, неоднократно участвующих в процессе производства, оборотные средства функционируют только в одном производственном цикле и независимо от способа производственного потребления полностью переносят свою стоимость на готовую продукцию. Оборотные средства – это денежные средства, которые идут на формирование оборотных производственных фондов и фондов обращения. К оборотным производственным фондам мы относим готовую продукцию, сырье, полуфабрикаты, материалы, топливо, то есть все, что находится в производственном обороте при создании готовой продукции. К оборотным фондам по вашей специальности при производстве хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий мы можем отнести муку, разрыхлители, сахар, дрожжи, патока, карамели, подсластители. Все, что идет в оборот и теряет свой первозданный вид, полностью потребляется в одном производственном процессе для изготовления конечного продукта. То есть сырье у нас, денежные средства у нас в обороте. С оборота у нас мы приобретаем сырье. Сырье у нас далее в производственном процессе, в производственном обороте далее переходит на готовую продукцию. Готовая продукция у нас потребляется потребителями, идет на рынок, и тем самым опять-таки на наше предприятие возвращаются денежные средства с одного полного оборота. Состав оборотных средств – это совокупность элементов, образующих оборотные средства предприятия. Структура – это соотношение между отдельными элементами оборотных средств, выраженное в процентах. Оборотные средства, вот структура, они состоят из оборотных производственных фондов и фондов обращения. Так как мы видим вот по таблице, фонды обращения у нас готовая продукция на складе, готовая продукция в пути, денежные средства, дебиторская задолженность. Оборотные производственные фонды – это производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов. То есть мы сюда можем отнести наши полуфабрикаты. Дрожжевое тесто, допустим, слоеное тесто, то, что вы используете для дальнейшей переработки. Дальше здесь мы готовая продукция на складе, это понятно, готовая продукция в пути, денежные средства и дебиторская задолженность, то есть это денежные средства, которые нам в дальнейшем
с нами должны рассчитаться другие предприятия. То есть это те предприятия или торговые точки, которые взяли у вас под реализацию готовую вашу продукцию за определенный срок возврата. Оборотные производственные фонды – это часть имущества предприятия, которое используется в процессе производства один раз, при этом полностью потребляется в каждом производственном цикле и переносит свою стоимость на готовую продукцию. Производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов, готовая продукция, дебиторская задолженность, денежные средства – это вся структура оборотных производственных фондов. Источники формирования оборотных средств они могут быть как собственными, заемными и привлеченными. Собственные формируются за счет собственных средств предприятия. Заемные – это кредиты банков и других коммерческих организаций. Привлеченные – это средства целевого финансирования для их использования по прямому назначению. Во втором вопросе мы будем рассматривать показатели эффективного использования оборотных средств. Первый показатель – это у нас длительность одного оборота оборотных средств, то есть показывает, за какое время оборотные средства совершают полный кругооборот. Здесь у нас то есть соотношение двух показателей. Длительность одного оборота мы, значит, определяем. Для начала коэффициент оборачиваемости оборотных средств. Далее у нас длительность оборота. Коэффициент оборачиваемости опять-таки у нас показывает число кругооборотов, совершаемых оборотными средствами за расчетный период. То есть это у нас количество оборотов, а это у нас длительность наших оборотных средств, длительность кругооборота нашего дохода, нашей готовой продукции. Коэффициент загрузки показывает долю стоимости оборотных средств, приходящихся на единицу реализованной продукции. Коэффициент оборачиваемости – это соотношение двух показателей, как величина оборотных средств к объему реализованной продукции. Домашнее задание по данной таблице – определить долю оборотных средств общества, рассчитать отклонения за 2018-2019 годы. Вот товарно-материальные запасы у нас, среднегодовая стоимость 7 650 000. Доля их будем определять, опять-таки, элемент товарно-материальные запасы мы делим к итоговой сумме, умножаем на 100 и находим долю в общей сумме. Дальше отклонение, изменения плюсы и минусы, 2019 год. Сумму 2019 года вы отнимаете от суммы 2019 года, отнимаете сумму 2018 года, находите плюс или минус отклонения, или увеличение, или же уменьшение данных товарно-материальных запасов. Проценты. Среднегодовую сумму за 2019 год мы делим на среднегодовую сумму за 2018 год, умножаем на 100 и находим отклонение в процентах. То есть, если здесь вы определяете в суммарном выражении отклонения, то здесь это же суммарное отклонение будет выражаться в процентах. Далее вы должны написать вывод по данным изменениям. Для определения задачи, также для
полной информации вы можете использовать источники информации вот по этим ссылкам. Спасибо за внимание. До свидания.